Гала-концерт фестиваля «Солнце светит всем одинаково» посвящен Всемирному дню людей с инвалидностью. Он объединил все организации, спорткомплексы и школы для детей с особыми возможностями здоровья. Участники конкурсов и спортивных соревнований были награждены медалями и почетными грамотами. В рамках этого дня, в рамках Дня людей с инвалидностью ежегодно проводится данный конкурс. И сегодня состоится церемония награждения, в рамках которой каждый, кто занял призовые места, они получат свои награды. Этот фестиваль проходит ежегодно для того, чтобы максимально привлечь внимание к таким деткам, к таким нашим гражданам. То есть цель этого вообще мероприятия, цель праздника для того, чтобы привлечь всеобщее внимание, что у нас есть граждане, которые нуждаются в особых потребностях, и для того, чтобы наше общество понимало и с уважением относилось также к таким гражданам. Бекболсун Токтосунуулу – трехкратный чемпион Кыргызстана, двукратный чемпион Азии и призер чемпионата мира по пара-армрестлингу. Он занимается этим видом спорта всего 3 года и добился успехов благодаря своему упорству. Он рассказал, что при желании человек способен достичь многого. Армрестлинг только кажется легким видом спорта, но на деле нужно постоянно тренироваться и иметь большую силу. Поначалу у меня не получалось, я был слаб, но я не сдавался и стал 3-кратным чемпионом Кыргызстана. Потом 2-кратным чемпионом Азии. На данный момент я сам тренирую детей с инвалидностью. С каждым годом количество желающих заниматься спортом среди людей с ОВЗ растет. Например, если раньше для них устраивались спортивные соревнования по 5 категориям, то в этом году уже по 8. Также в последние годы улучшены условия в спортивных залах, которые начали оснащать специальным оборудованием для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. Спартакиада среди людей с ОВЗ прошла по 8 видам спорта. Это шахматы, шашки, пара-армрестлинг, пара-пауэрлифтинг, пара-волейбол, пара-настольный теннис, пара-футзал и плавание. Сегодня в различных категориях призовые места получили 88 детей. Участвовали более 1000 детей. В общем, призовые места получили 468 детей. Помимо спортивных соревнований, фестиваль охватил номера по художественной самодеятельности, вокал, хоровую музыку, танцы, модные показы и пантомимику. Победителям конкурса были вручены почетные грамоты и денежные средства. Сегодня, 3 декабря, проходит гала-концерт нашего фестиваля. Это как бы заключительный. Мы детей всех поздравили. У нас по культурной части, по фестивалю, призовой фонд составил 1 050 000 сомов. Это мы детям всем уже за занятые места, гран-при, 1, 2, 3 места, поощрительные призы, всем уже деньги перечислили, то есть дети уже деньги получили. И сегодня дали оставшиеся подарки. Данное мероприятие устраивается столичной мэрией ежегодно в целях привлечения внимания общественности к детям и людям с особенностями здоровья. Это уже 24-й по счету фестиваль, и каждый год по его итогам награждаются призеры конкурса. Аймерим Назарова, Джахшылык Исаков, ЛТР Бишкек.